С началом декабря люди начинают готовиться к Новому году. Украшают свой дом праздничной атрибутикой. По традиции устанавливают елку. Выбор главного новогоднего символа сегодня велик. Искусственные, живые и даже в горшках. Остается только решить, какую выбрать, чтобы и радовало, и природе не навредило. Мы вышли на улицы города, чтобы узнать, собираются ли уфимцы ставить новогоднюю елку, какой отдают предпочтение и почему. Искусственно. Потому что, во-первых, она большая, можно ее наряжать и не мучиться, чтобы покупать каждый год. Пока еще нет, но поставим. А какую собираетесь ставить? Искусственную. Почему искусственную? А потому что она у нас есть. Собираюсь. А какую? Живую. Почему живую? Пихту, потому что она пахнет и не осыпается. Последние 2 года, естественно, брали настоящую. Возвращение в то детство, когда были больше настоящие елки, естественные, вот этот аромат. Так что я за настоящие елки. Искусственная? Не знаю. Жалко убить. Обязательно. Обязательно поставим. А какую? Искусственная. Красивая искусственная елочка. Прелесть. Иголочки горят, все горит. По данным экспертов, россияне за последние 3 года стали чаще отказываться от покупки живой ели. Как сообщает Рослесинформ, это связано с ростом экологической грамотности и желанием сэкономить. В социальных сетях нашего телеканала мы тоже провели опрос. Большинство наших подписчиков будут ставить искусственную елку. И то верно. Потратившись один раз на новогоднюю елку, вы будете радоваться ей много лет. Но чтобы искусственная ель окупила свой экологический след, необходимо использовать ее на протяжении 20-30 новых годов. А вот живая елка простоит дома в идеальном состоянии только 1,5-2 недели. Потом она начнет осыпаться. Практичнее в этом случае выбрать сосну. Быстрее всех сбросит иголки пихта, но срок можно продлить. Чтобы дольше простояла, нужно, конечно, поставить ее в ведро с песком, с водой, регулярно поливать. В воду можно, в домашних условиях аспирин, аскорбиновую кислоту положить. Еще лучше, конечно, какие-то стимуляторы роста. В этом случае ель продержится значительно дольше. Искусственное новогоднее дерево в какой-то степени тоже осыпается. Небольшие частички пластиковых хвоинок выпадают из конструкции и образуют микропластик. Чтобы утилизировать такую елку, придется повозиться. Металлическая трубка, проволока и множество имитирующих хвою материалов – все это надо разобрать по компонентам. В теории вот эти полимерные частицы собрать, их можно отправить, в принципе, на изготовление полимер-песчаной плитки, но это конечная жизнь просто полимеров, которая может быть, а металлические части отправить на металлолом. Но на самом деле никто не будет заниматься тем, чтобы разбирать искусственную ель на компоненты и по частям отправлять. Живые елки утилизировать проще. Обычно они целенаправленно собираются в одном месте, а дальше специальная дробилка быстро превращает новогодний символ в древесную щепку, которая будет использоваться, например, как удобрение. А вот в ближайшую мусорку у дома елку выбрасывать не стоит. Во-первых, она не во всякий полезет контейнер, она может повредить работе мусоровоза. Даже если она отправится на свалку, она там не перегниет, потому что на свалке нет доступа кислорода для того, чтобы происходило аэробное гниение. Все, что там может происходить, это за 50 лет она потихоньку будет сбраживаться с выделением метана и других парниковых газов, что не есть хорошо. Предпочтение живой елки люди отдают в основном из-за ее специфического запаха. Терпкий аромат хвои создает новогоднее настроение. Кроме того, дышать этим еще и полезно. Ель выделяет фитонциды, которые убивают болезнетворные микробы. Особенно актуально в настоящий момент, в настоящее время. По всей видимости, с этой точки зрения, конечно, настоящее будет более приемлемо. На елочных базарах Уфы представлены практически все породы хвойных, выращенные в Башкирии – пихта, сосна и ель. В западных районах республики чаще встречается сосна, а вот в северных и восточных предпочтение отдается пихте. На продажу новогодние деревья заготавливаются на арендованных участках или под линиями электропередач. В среднем за 15 лет ели вырастают высотой до 2-3 метров. Зависит от условий произрастания. Есть смысл покупать натуральную елку из лесных хозяйств, которые, соблюдая все условия выращивания деревьев и их вырубки, поставляют на рынок елки с документацией, и вырученные деньги они направляют на восстановление лесов.
Это часть их жизнедеятельности, как самоокупаемых предприятий. А вот где и в каких условиях была изготовлена искусственная ель, не всегда понятно. Проследить экологичность производства практически невозможно. Если рубить целое дерево жалко, а наполнить дом запахом живой ели хочется, то можно приобрести только веточку. Хвойную лапу можно поставить в кувшин. Еще один альтернативный вариант – елки в горшках. Это также живое дерево, похоже на комнатное растение и, как правило, небольшого размера. В горшках большей частью у нас привозное. Разной величины, от 30 сантиметров и выше, соответственно, и цены в зависимости от высоты. Конечно, красиво, да, говорят, что можно пересадить их весной, но у меня такой опыт был, к сожалению, не приживается. По всей видимости, в наших условиях для них это большой стресс и не выживает. В Уфе цены на такие комнатные елки варьируются от 150 до 500 рублей. Чем выше дерево, тем дороже. Среди хвойных самая дорогая пихта. На елочных базарах ее можно приобрести от 1000 рублей. Сосна дешевле, в среднем от 500 рублей. Подводя итог, можем сказать, что любая елка может быть экологичной. Если вы приобретаете искусственную, то используйте ее на протяжении 20 лет. А если живую, то выращенную в специализированном питомнике. Главное, не забывайте правильно их утилизировать. Алия Кашафудинова, Игорь Яковлев, Александр Кузнецов, телеканал ЮТВ.